Мною двигает прежде всего любовь к родине, к родной природе. И, естественно, к образам людей, к облику. Вспоминаю, как я любил приглядываться к природе, засматривался, наблюдал за течением воды в реке, вот эти вот брызги, эти вот волны там всякие, перекаты через камни. И, видимо, это говорило о том, что моя душа очень тянется к красоте, к природе. Вспоминаю, не могу я это забыть, как я впервые видел создание картины. Мой сосед через 20 метров от нашего дома, Измаил Айваров, которого уже нету, Царствие Небесное, он писал картину «Путник» зимой. Путник переходит перевал. Было состояние наст, когда снег становится твердым, по нему можно ходить, он не проваливается. И был солнечный день, он держал лошадь за уздечку и переходил через перевал. Впереди бежала собачка, привязана к седлу там бурка, какие-то там пожитки. И он за уздечку тянул, впереди шел, от них падали синие тени. А снег, вот настовый, вот этот снег, блестел серебром. Этой картины нету, не знаю, куда она подевалась у него. Я бы ее повторил, мне кажется, даже. Измаил Айваров не разрешал, чтобы кто-то на него смотрел. Но я есть вот в дереве образовываются отверстия от веток, от сучков. И вот через такое отверстие я смотрел и не мог налюбоваться. До этого я не видел даже ни иллюстраций с Костахи Тагурова или Туганов, вообще ничего этого я не видел. Мне было, наверное, года 4-5 в горах. Ну, мы же не были такими развитыми, у нас никакой ни техники, ничего не было. Еще патефонов не было тогда. Я себе без творчества не представляю в жизни. Слишком много для меня значит творчество. Об этом не расскажешь. И радость, и заботы, и печали, и страдания. Все вместе в этой профессии. Творчество и лечит душу, и развивает, и радует. Но если, допустим, неудача, то ты должен заставлять себя или усовершенствовать, или же тогда вообще не дать жить этой работе. То, что иногда и происходит. Когда я попадаю в мастерскую, это действительно мой мир, и в радости, и в страданиях, что бы ни было, но это полная жизнь, полноценная жизнь. Я дописываю портрет Коста. Портрет Коста как может не вдохновлять всегда. Этот портрет я давно, но я его отложил, и теперь я пытаюсь дотянуть до хорошего уровня. Губы отдельно выделялись совсем недавно, а теперь уже они подчинены всему лицу, как бы притененность такая, таинственность.
Казалось бы, так мало сделали и уже... Да, иногда мало надо. Только надо знать точно, что именно. В искусстве, особенно в изобразительном, я думаю, что не только в изобразительном, наверное, и в танце, и в любом виде. Да? Самая первая задача – это композиция. Точно найти композиционное решение, как должно расположиться, чтобы было и равновесие, и чтобы было наиболее сильное воздействие. Как мы сейчас вот фон организовывали, это же относится как раз тоже к этому, композиция. И вот если выработаешь в себе композиционное мышление, и в целом, пока ты вырабатываешь композиционное мышление, нужно в себе укрепить, развить и углубить вообще просто содержательную сторону. Что ты будешь изображать? После этого композиция главнейшая, после композиции рисунок. Рисунок ты должен точно тоже найти, крепко построить. Вот. А после этого уже, допустим, если речь о живописи, то начинается сама живопись. И там уже определяется, каково твое чувство цвета, допустим. Дарование вот живописца, как раз вот самое главное, это уже чувство цвета. А после чувства цвета там чувство меры, допустим. Но под всем этим должна лежать тайна еще какая-то. В произведении должна сохраняться тайна. И вот с помощью вот этой тайны увеличивается возможность рассматривать. Произведение сохраняет в себе что-то новое, что-то неоткрытое, и ты продолжаешь это открывать. И таким образом если тебе удастся именно вот настоящее произведение создать, вот с учетом всех этих параметров, то ты не только себя обогащаешь, но ты обогащаешь людей, которые смотрят твои произведения. То есть в целом человечество обогащаешь. Такова задача, я думаю, живописца, вообще художника, в широком смысле этого слова. Вообще вот у нас, у осетин была очень такая гармоничная какая-то естественная жизнь. И я старался, и мне казалось, что это быстро может все исчезнуть, улететь. Я старался запечатлеть насколько можно больше вот сцен именно конкретно из жизни. И вот теперь, когда я взялся готовиться к ретроспективной выставке, это вообще оказалось целым вообще достоянием для меня самого даже. Прежде всего, мне вот как я понимаю свое дарование, оно прежде всего направлено в сторону портретного искусства. И поэтому я старался очень много портретов писать с самого начала. Правда, какие-то из этих работ я недооценил в свое время, и их уже не стало. Переписывал. Слишком, наверное, я, может быть, придирался к своим работам. Нужно обязательно время, чтобы прошло, чтобы ты взвесил, какая работа чего стоит. Вот. О каких-то работах я, конечно, пожалел. Мне казалось, это еще не совершенство. И поэтому очень сильно, очень требовательно подходил. И из-за этого какие-то работы пострадали. Не стало их. 20 портретов я таким образом уничтожил. Поскольку портретное искусство мне близко, удавался мне портрет. Как бы я чувствую человека, а законам красоты и так далее всю жизнь я учусь, поэтому вот соединяя все вместе,
и вроде бы получается что-то. И поскольку многофигурная композиция состоит тоже из фигур и из портретов, то мне и это близко. А потом со временем оказалось, что не то что со временем, а вообще изначала и с самого начала я очень любил природу. Следовательно, пейзаж мне близок. А постепенно открылось, что натюрморт, жанр натюрморта мне тоже очень близок, потому что это тоже реальное, это существует. Мы радуемся цветам, радуемся каким-то красивым предметам, которые хочется как-то вот из них собрать нечто, какую-то гармоническую композицию, и вот это увековечить. Поэтому у меня и жанр натюрморта имеет много образцов. Вот одна из самых ценных работ на моей стене. Это китайские розы, натюрморт. Я ее очень люблю. Получилась хорошая, такая яркая гармония. Когда вот эту работу я написал, лет 10 назад или больше, я побежал с этой работой в бухгалтерию, там женщины работали. Я похвастался перед ними, какая у меня работа получилась. У меня мать в детстве, в юности рисовала сама вот на стенах сараев, где-то что-то вот углем рисовала. Она любила рисовать. А отец мой был, по словам вот Измаила Айларова, писателя, он хорошо умел рассказывать легенды, сказания, и его всегда звали, чтобы он пел на пиру, на свадьбах. Он хорошо пел. Я сам не помню, я не слышал. Мне было всего 6 лет, когда он умер. Наиболее большое влияние оказал на мое творчество голландский художник Винсент ван Гог. Это мой самый любимый художник. Если, параллельно, конечно, как я могу очень высоко не ценить Леонардо да Винчи. Вот. Это та эпоха Возрождения. А в новое время это Ван Гог. Я считаю, что он наивысших достижений достиг, потому что выразил предельно вообще. Он не просто там изобразил, а передал судьбу, передал вообще и страдания человеческой жизни, и восторг. И, в общем, очень выразительно, сверхвыразительно именно Ван Гог. У него все жанры. Так же, как я вот говорил, жанр портрета, жанр пейзажа и натюрморта. Композиция многофигурная, у него мало было композиций многофигурных. Едоки картофеля в основном вот одна работа, которая вот он специально писал большую многофигурную из жизни. У кого он жил в гостях, и они его кормили, они питались в основном картошкой, чаще всего в разных видах. И вот он изобразил во время застолья, как они кушают картошку, и был горд, что многофигурную композицию написал. С Осетинской школой живописи произошли какие-то метаморфозы.
Я считаю, что вот в 70-е годы, в 70-е и даже и в 80-е, ну, можно сказать, с середины 60-х, у нас, мне кажется, было хорошее, яркое развитие. И вот к тому моменту, когда я закончил учиться в 1975 году, к тому моменту вот осетинская школа живописи была на виду в России. По крайней мере, в России вообще. Вообще считать, что в Союзе даже. После, скажем, русской, армянской и грузинской школ, осетинская школа выделялась. Ее вот, я сам был свидетелем тому, когда выставком работал, огромный выставком, отбирали на всесоюзную выставку работы в Манеже. Я видел, какая была реакция, когда, скажем, смотрели работы из других республик. Могу и назвать даже. Из Украины, например, из Белоруссии, которых вот художники очень такие развитые, с таким безошибочным вкусом, они воспринимали ихнюю живопись, как я понял, ну это расшифровки были тоже. Я их понял так, что им не нравится некая раскрашенность, злоупотребление цветом, но это не цвет, а краска. То есть не было у них настоящей гармонии. Я не говорю, что у них совсем художников не было, но в целом школе было характерно вот нечто вот такое, и выставком не с большим желанием рассматривал работы вот такого типа. А как, вот услышали, скажем, из Орджоникидзе, тогда еще Орджоникидзе назывался наша столица, да, город, и сразу оживляется выставком и с удовольствием вообще, просто почти что на ура воспринимали наши работы. Такие были успехи. Хотелось бы действительно, чтобы искусство и культура в целом, то, что является лицом народа, вот это, чтобы этому было больше внимания для развития. И чтобы сами мастера взялись более серьезно и более значительные вещи, масштабные, чтобы создавали. Хотелось бы это, а не просто какие-то поделки, что иногда у нас бывает. Да, трудно сказать, чтобы полностью быть удовлетворенным своим творчеством. Ну, конечно, кое-что удалось, и мне бы хотелось, чтобы это увидели, восприняли, порадовались бы и получили бы пользу. По отзывам людей выставка очень понравилась. Мы проводили экскурсии весь месяц. Приходили люди сначала сами, потом они приводили с собой друзей, родных. Такого ажиотажа практически редко очень бывает на выставках в Осетии. И, конечно, мы почувствовали большую отдачу, то есть обратная связь была в полной мере. Вообще, что бы он ни изображал, натюрморт, пейзаж, портрет, фигуративная композиция, что бы это ни было, везде сквозит любовь, какое-то восторженное восприятие окружающего. И, конечно, зритель это чувствует. То есть это не через разум происходит восприятие такого искусства, сразу сердцем воспринимается, потому что оно очень искреннее, оно не рассчитано на какой-то мимолетный эффект, оно не старается поразить зрителя какими-то новшествами, какими-то фактурами, изобретениями новыми. Оно простое, как чистый горный родник, можно сказать. То есть
очень близкое природе искусство, очень близкое народу. И поэтому так воспринято, мне казалось. И я сама с удовольствием весь месяц смотрела эту выставку. Она мне не надоедала, даже жалко было снимать. У Айларова то, что есть, его искусство, это истинность, это он. Он выражает себя в своих картинах. Он не думает, на кого-то похож, там, и так далее, и так далее. Это все отпадает. Я многими картинами его очень с большим чувством воспринимаю их, но когда я увидел вот портрет Кисьева, я сказал, это шедеврально, это секунды, это импульсивно. Это большой напор чувств. И вот этот портрет секунда исполненный как бы, это очень серьезный фактор. Человек способен такое создать, это многое значит. Мне приятно создавать, что он за время, как я с ним знаком, он ни секунду не изменил своему Божьему дару. Это очень важно. Он в моих глазах художник, личность. Он своим искусством выражает свое отношение к природе. Таймураз художник во всем. Во всем. И в поведении, и даже во внешности. Это очень момент интересный. Они все совпадают в нем, и он выливается в большого.